Тариф на проезд электрическим транспортом в столице республики последний раз менялся более 10 лет назад, в 2013 году. Изначально, как следует из письма главы администрации Сухума, тариф являлся социально ориентированным и не был экономически обоснованным. Сейчас произошло значительное увеличение стоимости запчастей, материалов и комплектующих, а также тарифов на электроэнергию. Кроме того, все тяговые подстанции требуют капитального ремонта. В связи с вышеперечисленным администрация города просит поднять тариф на проезд до 10 рублей. При этом депутаты Сухумского городского собрания предложили ввести проездные, благодаря которым школьники смогут пользоваться транспортом бесплатно. Депутаты приняли предлагаемые изменения. Хотелось бы вначале отметить, что вопрос поднятия тарифов, он всегда достаточно сложный, потому такое количество времени потребовалось депутатам для рассмотрения данного вопроса. Были рассмотрены все возможные варианты. И сегодня, к сожалению, троллейбусный парк находится на грани выживания. И если, наверное, мы не примем правильное решение, может стать вопрос о полном закрытии троллейбусного парка. Без дотации и частой помощи со стороны администрации парк бы не смог функционировать. На сегодняшний день, как вы знаете, выросли цены на электроэнергию, на запчасти, которых нет в наличии. Автошины подорожали. Поэтому руководство троллейбусного управления предлагает поднять тариф на проезд с 5 рублей до 10. Эта маленькая разница скажется в какой-то степени в приобретении запчастей и нужд самого парка. У нас такое предложение, чтобы внести такую ремарку. 1 класс по 11 класс детям, которые учатся в школе, сделать проездные, чтобы это было в обязательном порядке, чтобы дети имели возможность на общественном транспорте ездить, а все остальное это, соответственно, все остальные пенсионеры, и милиционеры, и депутаты, и все остальные, кто по законодательству имеют льготы, мы эти льготы их не отнимаем и не имеем права отнять, это на уровне государства принято решение. Также глава администрации Беслан Эшба предложил депутатам рассмотреть увеличение тарифов на техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства многоквартирных домов, которые не менялись с 2012 года. Как сказано в письме, действующие тарифы не обеспечивают рентабельность оказания услуг по обслуживанию и техническому ремонту лифтов. До 50 квадратов 2 рубля, с 50 до 65 квадратов 2,50 и 65 до 80 будет 3 рубля. И свыше 80 квадратов, которые квартиры есть трехкомнатные, четырехкомнатные, как был вопрос до этого, я зачитывал, их приравнять к максимальной 80 квадратам, но 3,50 сделать за квадратный метр. Будет такие суммы по подсчету. Однокомнатные квартиры до 50 квадратов 100 рублей в месяц, двухкомнатные квартиры в месяц 162,50. Это плавающая цена, я считал, от максимальной квадратуры 50, 65, 80. И трехкомнатные квартиры 240 рублей. Человека получается? Нет, не человека. Этот момент мы тоже вносим, что было от площади. Поэтому мы такую градацию внесли. Я бы хотел сказать, что увеличение тарифов – это, наверное, на сегодняшний день вынужденная мера, потому что мы сегодня занимаемся обслуживанием лифтового хозяйства, но помимо обслуживания нам приходится заниматься огромным количеством поступивших заявок из-за того, что много лифтов старого образца, хотим мы того или не хотим, в силу каких-то уже обстоятельств, портятся, останавливаются, и нам приходится их вводить заново в эксплуатацию, стараться. Есть большая, огромная проблема также с запчастями данных лифтов. Если вы посчитаете, рубль 17, там 20-30 рублей за обслуживание одного лифта, 20 тысяч рублей в месяц мы физически просто не можем справиться в силу подорожания запчастей, в силу подорожания нужно людям зарплату какую-то платить, потому что
В этом хозяйстве должны работать только квалифицированные специалисты. Третий вопрос повестки – заслушивание отчета о проделанной работе за 2023 год директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Юрия Дбар по техническим причинам было решено отложить на следующее заседание. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.